Положения сталинского постановления на десятилетия перекрыли пути объективного и всестороннего изучения истории тюркоязычных народов России. А уникальное наследие депортированных народов на Кавказе оказалось бесхозным. После выхода этого постановления в советской исторической науке утвердилась версия об ираноязычии древнего мира скифов, сарматов, алан. Но отнять у народов историческую память невозможно. Рано или поздно из мрака забвения правда выходит на свет. Римский историк Амиан Марцелин, живший в IV веке, пишет: «Аланы очень подвижны вследствие легкости вооружения и во всем похожи на гуннов, но несколько мягче их нравами и образом жизни». Согласно византийскому историку Захарию Метеленскому, Северный Кавказ во второй половине V века был заселен гунскими племенами булгар и аланов, у которых были свои города. В VI веке Северный Кавказ оказывается частью тюркского каганата, который стал контролировать все важные участки Великого Шелкового пути. Именно в этот период открываются новые трансконтинентальные торговые маршруты через Северный Кавказ. В 575 году Иран и Византия объединяются против каганата. В этот короткий период партнерства они совместными усилиями строят цепь оборонительных сооружений вдоль Большого Кавказского хребта. Общая протяженность оборонительной стены превышала 500 километров. Через каждые 5 километров имелись так называемые железные ворота – крепости. Западная часть стены начиналась от нынешнего Сухума и тянулась до реки Ингури. Восточный отрезок оборонительной стены проходил от крепости Дербент до Дарьяльского перевала. Для обороны этого участка укреплений персидский царь переселял сюда людей из других частей своей империи и устраивал военные гарнизоны и колонии. По свидетельству арабских путешественников, именно в тот период на Дарьяле поселились ираноязычные сагдийцы из Памира, а в Дербенте – таты. Западный отрезок оборонительных укреплений спонсировала Византия. Эту часть важнейшего для своего времени стратегического сооружения со стороны современной Абхазии охраняли предки абхазо-адыгских племен. Горная оборонительная стена, уходящая от Дербентской крепости далеко на запад в Кавказские горы и до Черного моря, сравнима по значению с Великой Китайской стеной. Обе они были построены против наседавших с севера тюркоязычных племен. Наверное, начиная с раннего бронзового века, Северный Кавказ, в частности, вот земли Карачаево-Черкесии, где удалось побывать, это земли цивилизаций, древних цивилизаций. И это цивилизационное развитие на высочайшем для каждой эпохи уровне никогда не прерывалось в этих землях. Если бы нашлись люди, которые поставили перед собой задачу рассмотреть каждую речную долину с точки зрения истории ее освоения человеком, начиная от самого каменного века, то я думаю, что мы поразились бы тому, как самые для нас вроде бы простые, по-нашему говоря, сельские районы, как они окажутся на каждой эпохе привлечены к централизованной и цивилизованной жизни всего общества. У меня сложилось такое впечатление, что ни одного глухого угла из тех мест, которые я посетил, по современным представлениям просто не было. И связи людей там только, может быть, на неподготовленный взгляд, выглядят сложными в горных условиях. В действительности они, наоборот, освоены гораздо лучше, чем во многих равнинных землях. В VI-VII веках основной территорией расселения алан стали горы и предгорья Центрального Кавказа. К северо-западу от алан жили булгары, которые также имели свои города. Соседство родственных булгар и алан не отмечено какими-либо стычками. Цари булгар и алан, Кубрат и Саросий, установили союзнические отношения с Византией. Они обеспечивали прохождение караванов и взимали с них пошлину.
прежде всего шелком. На оживленных торговых магистралях стали появляться новые города. Столица булгарских царей находилась в дельте Кубани, на берегу Керченского пролива. Это обеспечивало им контроль над степями Предкавказья и Приазовья. Аланы же контролировали пути к морю через главный Кавказский хребет. Булгары и аланы по языковым и этническим признакам они были очень близки. Союз булгар и алан способствовал расцвету торговли в обширном регионе. Клухорский перевал занимал главенствующее положение в прохождении караванов через Кавказский хребет. Благодаря шелковому пути берега Теберды были обжиты и составляли цепь городов и селений. Обширная терраса Тала-Баши над городом Тебердой. На северной окраине поляны мы обнаружили остатки поселения. К сожалению, тут все оказалось разрушенным настолько, что нам не удалось проследить его планировку. Но, несомненно, даже на такой высоте люди жили, выращивали хлеб и проводили свои языческие праздники, полные волшебства. В раннем Средневековье одни из самых крупных городов северо-западного Кавказа располагались у берегов рек Амгата и Гиляч. Люди жили здесь еще в V веке до нашей эры, а в VI веке нашей эры Гиляч стал крупным и богатым поселением. В его подземных каменных гробницах найдены бронзовые и золотые украшения, инкрустированные камнями. У некоторых погребенных были искусственно деформированные черепа. В VIII веке под давлением окрепшего соседа хазарского каганата церковное строительство в Алании было прервано. Христианство вернулось сюда после падения Хазарии. В X веке под влиянием Византии были построены древнейшие на территории нынешней России христианские храмы. Здесь же, на берегу Теберды, стоит один из них – Синтинский. Этот христианский храм был построен из камней, стоявшего здесь ранее языческого святилища. Во время съемок мы обратили внимание на то, что в стенах поздних пристроек к храму есть камни вторичного использования. В X веке Синтинский храм был обновлен, а на месте другого языческого святилища над Кубанью был построен Шаанинский храм. Кроме этих двух памятников христианского зодчества, сохранились еще 3 в Нижнем Архызе. Здесь, в предполагаемой столице Алании, археологам известны 11 церквей, а на всей территории нынешней Карачаево-Черкесии зафиксированы остатки более 20 храмов. Христианство возвращается в Аланию, как я говорил, ко времени распада хазарского каганата,
Процесс его распада, как известно, был постепенным. После падения хазарского каганата Алания становится союзницей Византии. И в конце X и в XI веке об этом у нас есть многочисленные свидетельства. Аланские принцессы вписываются, так сказать, в византийскую аристократию. И связи между Аланией и Византией в этот период очень хорошо засвидетельствованы. Главным носителем византийского христианства была знать. По свидетельствам летописцев, основное население оставалось языческим и, вероятно, почитало бога Тейри. По сути своей, тенгрианство изначально было разновидностью единобожия. Главный этический кодекс Алан базировался не только на религиозных ценностях, но в значительной степени и на воинских традициях. Анардский эпос был основой единой государственной идеологии, которая строилась на героике и величии древних нартов. Особенностью карачаево-балкарского эпоса является то, что события в нем разворачиваются в реально существующих географических точках. Кроме того, в этом эпосе нарты воюют не столько с внешними врагами, сколько с мифическими силами зла. При этом у некоторых персонажей эпоса наблюдаются пороки общечеловеческие, что роднило их с реально живущими людьми и в то же время побуждало проявлять лучшие свои качества. Возникнув в недрах бронзового века, Нартиада была творчески переработана и стала основой мировоззрения людей в Аланском царстве, достоянием племен и народов, входивших в него. Вот, допустим, обращаются друг к другу Алан. Значит, вот что одно из сохранившихся, значит, названий предков карачаево-балкарцев. Значит, независимо от пола и возраста, мы друг к другу обращаемся через слово «Алан» — это единственное число, а «Алалла», то есть «Аланы» — это множественное. Именно в X-XI веках сформировались основы мужского и женского костюмов, впоследствии ставших северокавказскими. В целом, в своей основе мужской костюм уже как бы сформировался, ну как это вернее даже не то, что он сформировался, а основа его сформировалась именно в аланское время, потому что аланский кафтан, он очень сходен с мужской одеждой и бешметом, и черкесской. Меняется только застежка, то есть если аланский костюм, он запахивается на левую сторону и достаточно глухо, то в современном бешмете и в черкеске это центральная застежка, такая как у половцев, например. И вообще как бы в основе северокавказского костюма, конечно, лежит тюркский костюм.